Здравствуйте, это новости Татарстана. Мы подводим итоги дня. В студии Елена Зинатульна и коротко о темах выпуска. Первые цифры новых тарифов. 10 квартплата, 15 останется. Вот что делать? Казанцы начали получать новые суммы в платежных квитанциях. Почему и насколько выросла коммуналка, расскажет Рамиль Шайдуллин. Устроили потоп и оставили без горячей воды. Демонтировали, дождь пошел там и верхние этажи топили. Какие проблемы возникли у жителей во время капремонта в Казани, расскажет Инзиля Хусаинова. Из Казани в Ташкент за 3 часа. Об открытии нового рейса в жемчужину Средней Азии расскажет Алена Струминская. Новый сезон, новый тренер и новые задачи. Хоккейный клуб «Акбарс» провел первую открытую тренировку. Команда подошла в удовлетворительном состоянии. Видно огромное желание, ребята стараются, провели тест. Как поменялся состав игроков, с каким настроением ребята вышли на лед, расскажет Лиана Бахтиева. Первый счет фактуры после повышения тарифов за ЖКУ начали получать татарстанцы. Они выросли с 1 июля впервые за последние 1,5 года. Так, кубометр газа теперь стоит почти 7,5 рублей. Киловатт энергии – больше 5. В среднем за двухкомнатную квартиру придется платить на 500 рублей больше. Сегодня на брифинге в Доме правительства Госкомитет по тарифам разъяснил, что повлияло на рост цен. Подробнее Рамиль Шайдуллин. В том месяце, по-моему, поменьше получил. Житель Азина Альмир Закиров получил счет-фактуру за июль. Как минимум удивлен. Казалось бы, летняя платежка, но, похоже, на осеннюю платить придется в среднем на 500 рублей больше, чем за июнь. Учитывая то, что, во-первых, я квартиросъемщик, получается, надо, тем более с повышением ставки ЦБ, там, получается, повышается арендная плата непосредственно. Арендная плата повышается, получается, коммунальные услуги, 6 лет снимая, и она каждый год она прогрессирует. Его сосед, пенсионерка Гузель Садыкова, квитанцию еще не получала, но сообщение о повышении от управляющей компании видела. Вот сейчас, если у меня 25 пенсии, 10 квартплата, 15 останется, еще газ, телефон, туда-сюда, кран сломается. Вот что делать? Прямо сейчас только в этом дворе таких историй уже десятки. Кто-то уже получил повышенные платежки в интернете, кто-то со дня на день ждет их на почту. Но все уже знают, заплатить придется больше, в среднем на 10%. Последняя индексация, напомню, была 1 декабря 2022 года. Это первое изменение коммунальных тарифов за 1,5 года, и оно связано с федеральными требованиями. Подорожало электричество почти на 9% и газ больше 10%. Тепло почти на 11%, питьевая вода на 11,2%. Платить больше придется из-за водоотведения и за вывоз ТКО. Как объяснили в комитете по тарифам, причин для повышения 4. Индексация, повышение понижающих коэффициентов в тарифах за электроэнергию, рост зарплат персонала и введение новых объектов. Росстат инфляцию дает на товары и услуги 12,5%, на услуги 17,2%. Заработная плата по открытому Татарстану за этот период выросла на 31,2%. Так что мы, в принципе, находимся практически в аналогичной динамике, а где-то и ниже. Как отмечают в комитете по тарифам, новые суммы не превышают уровень инфляции. Однако в 16 районах тарифы повысились в среднем до 16%. В Русско-Актанышском сельском поселении Альметьевского района тариф на канализацию и вовсе превысил 20%. Как объяснили сегодня, отклонение допустимое. Это связано со строительством новой коммунальной инфраструктуры. Подготовлена комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры для того, чтобы к концу года подготовить соответствующие заявки и получить дополнительную финансовую поддержку, тем самым снизить нагрузку на тарифную составляющую, то есть снизить затраты на инвестиции. Тем, кто не согласен с суммами в квитанциях, советуют обращаться в Госжилинспекцию. Здесь подчеркнули, тариф должен соответствовать качеству. Оплате подлежит только оказанная услуга. Не так мало обращений по теплу, например, перетоп. И в зависимости от градусов отклонения она тоже не подлежит оплате. Как холоднее, так и ниже. Вплоть до процедур замены, на какой высоте, как производятся замеры, с участием инспектора, без участия. Поэтому некачественная услуга не оплачивается. Новые тарифы будут действовать год. Следующее повышение плановое ожидается с 1 июля 2025 года. Рамиль Шайдуллин, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.
В непростой ситуации оказались жители одного из домов на улице Академика Королева, Казани. В этом году у них идет капремонт по республиканской программе. Вроде все бесплатно, но в разгар лета выяснилось, нужно установить приточные клапаны в пластиковые окна, иначе газовщики не запустят котлы горячего водоснабжения. Как говорят жители, так за трехкомнатную квартиру придется выложить до 20 тысяч рублей. Не останутся ли жильцы без газа и горячей воды? Почему в городе сдвинули сроки проведения капремонта? К кому применят штрафные санкции? Инзиля Хусаинова с деталями. Верхние этажи топили, водопады были небольшие. Анвар Залюлединов живет в 42-м доме на Академика Королева, Казани. В мае здесь начался капремонт, обновляют кровлю и фасад. Как рассказывает мужчина, все идет с трудом. Сначала во время дождей в доме случился потоп. Эти кадры сняли жители. Потолки в пятнах, обои испорчены. Пришлось спасаться тазами. Сейчас уже пленку там накрыли, сейчас уже в этом плане нормально. А было такое, что демонтировали, дождь пошел там и верхние этажи топили. Я на втором этаже живу, у меня тоже там из окон вода текла. Сейчас рабочие заменили больше половины крыши. Оставшуюся часть обещают на этой неделе. Погода непредсказуема. Сегодня пишет солнце, а через час уже начинается ливень. Все было под пленкой. Сейчас уже на данном момент мы железом на 70% закрыли кровлю. Сезонные сроки работ 15 августа. Мы успеваем. Будем усиливаться. Надо нагонять сроки. Пережили проблему потопа, началась другая. В начале июня в доме отключили горячую воду. Ее нет 2 месяца. Воды нет, потому что так как колонки отключили, и мы, получается, все жаркие дни с холодной водой мылись. Во время капремонта выяснилось, есть проблема с дымоходом. Подрядчик ее исправил. Сейчас компания, обслуживающая дымоходы, просит жильцов установить в каждой комнате с пластиковыми окнами приточные клапаны. В противном случае колонки газовщики не включат. В среднем это в районе 7,5 тысяч с комнаты нужно. Вот у кого трехкомнатная квартира, получается, надо 3 клапана, плюс еще кухню. Дымоходная компания говорит, мы вам разрешение не дадим на установку, пока вы не поставите приточный клапан. Горгаз не включает, пока им разрешение дымоходной компании не даст, они не подключают. То есть они футболят друг другу. Татьяна Сакмарова живет в коммунальной квартире, готова купить клапан, но даже в этом случае ей придется жить без горячей воды, пока оборудование не установят все жильцы. Мы должны в каждой комнате, не считая кухни, поставить приточный клапан. Одна комната у меня не живут, вторая стоит на продажу. Я пенсионерка, должна ставить на кухню и все комнаты клапан. У меня пенсия всего 15 тысяч. Если они поставили новые дымоходы, они должны в реестр сказать то, что нам надо делать клапана в их счет. Не за нас счет. Жильцы возмущены, они считают, их поставили перед фактом. Управляющая компания собраний не проводила, жителей не оповещала. Сказали, когда у руководства будет время, тогда они вам позвонят, чтобы мы подъехали и с жильцами дома обсудили вот эту ситуацию. Но пока у них времени нет с нами пообщаться. В этом году в Казани капитально отремонтируют 180 домов, в том числе дополнительно 25, благодаря экономии средств в предыдущие годы и увеличению суммы взноса жильцов за капремонт. По всему городу стоимость работ составит более 3 миллиардов рублей. 2/3 объема уже выполнено. Процент выполнения на 65%, выше немножко. Мы надеемся и уверены, что все подрядчики справятся с данными сроками и выполнят все вовремя. В случае невыполнения подрядным организациям будут применены штрафные санкции. В этом году капремонт в столице должны завершить раньше на 2 месяца. Сроки завершения капитального ремонта сдвинуты. Василий Александрович об этом доложил до 1 октября. Еще раз, уважаемые главы районов, уважаемые наши руководители, кто ответственен за ход работ, прошу эту информацию не просто держать в голове, но и ход работы на контроле. Изменения по срокам капремонта связаны с проведением саммита стран БРИКС и новой задачей от руководства республики – не оставлять работы на морозы. Инзиля Хусаинова, Алмаззиеддинов, ТНВ, Казань. Если вам есть что сообщить журналистам ТНВ, напишите на наш редакционный номер. Сюда можно прикрепить фото, отправить видео о тех событиях, свидетелями которых вы стали. Также можно сообщить о проблемах. Номер работает круглосуточно. Возможно, именно ваши сообщения ляжут в основу нового репортажа. Сразу 2 серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием питбайкеров произошли в Татарстане в выходные. В Куюках 13-летний подросток протаранил иномарку. Он влетел в автомобиль на большой скорости и пробил лобовое стекло. Мальчика доставили в ДРКБ, у него перелом позвоночника. В Борисоглебском 16-летний подросток на питбайке не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой. Его доставили в больницу с закрытыми переломами. В Татарстане в этом году в подобных ДТП погиб 1 подросток, еще 20 получили травмы. Проблема
проблемой участившихся аварий с несовершеннолетними обеспокоено руководство республики и госавтоинспекция. Ежедневно проводят рейды. С начала лета на штрафстоянки отправили более 400 квадроциклов, питбайков и мотобайков. На родителей выписали 800 протоколов. Есть дни, когда в республике продают до 100 питбайков. Несмотря на рост ДТП с участием этого вида транспорта, их популярность не снижается. Основная причина аварийности подростков на питбайках – это пренебрежение действующему законодательству, когда они, не достигнув 16 лет и не имея на то права управления, садятся за руль питбайков. И основная проблема, что это позволяет им родитель прежде всего. Число заразившихся лихорадкой западного Нила в Татарстане увеличилось до 14 человек. С конца прошлой недели заболели еще 5 жителей. Сейчас они находятся в республиканской инфекционной больнице. Остальные выписаны или получают амбулаторное лечение. Рост числа заразившихся специалисты связывают с жарким началом лета. Стало больше комаров. От их укусов чаще всего и заражается человек. Симптомы похожи на отравление. Болит голова, мышцы и суставы. Появляется сыпь. Все заболевшие в пределах инкубационного периода находились в природных условиях. По всем очагам управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведены обработки от личинок комаров. Всего с начала сезона обработано 458 водоемов. Обработки продолжаются. В жемчужину Средней Азии, Ташкент, теперь можно добраться напрямую из Казани. Столицы Татарстана и Узбекистана связал новый регулярный авиарейс. Самолеты «Бомбардье» будут летать раз в неделю. Раньше пересадка была в Москве. Это третий прямой рейс из нашей республики в Узбекистан. Страна знаменита своими достопримечательностями, кухней и гостеприимством. Как встретили первых пассажиров и насколько востребован новый маршрут, расскажет Алена Струминская. Водной аркой встречают борт из Ташкента. Это уже добрая традиция для международных рейсов. В 5 утра в аэропорту имени Габдуллы Тукая приземлился первый борт из Ташкента. Пассажиров первого рейса в гостеприимном Татарстане встречают согласно национальным традициям. Угощают сладким чак-чаком. Раньше добираться из Казани в Ташкент без пересадок было невозможно. Приходилось летать через Москву. Это и затратнее, и дольше. Сейчас время полета около 3 часов. Это в 3-4 раза быстрее. Купил билеты себе, жене и 2-месячному ребенку. Встретили вообще отлично. Мы благодарны. Побольше бы таких рейсов в стран СНГ. Мы ездили в гости погостить. Удобно, наверное? Удобно, да. В Ташкент летали в гости. У меня отец там. Эмоции хорошие. Отлично. Встретили отлично. Летели недолго. Новые рейсы пользуются спросом как у татарстанцев, так и у жителей Узбекистана. Первый самолет из Казани улетел со 100% загрузкой. Прилетевший борт тоже полон. Это отличный показатель для старта международного сообщения, считают в авиакомпании. Вчера улетело практически тоже столько. Была предварительная загрузка тоже 50 человек. И обратно прилетело тоже 50. Это очень радует. В сентябре прошлого года из Казани запустили прямой рейс в Самарканд, еще раньше в Фергану. Теперь авиасообщением связаны и две столицы. Татарстан и Узбекистан объединяют давние культурно-экономические связи. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за год дважды посещал нашу республику в октябре и феврале. Во время визита в Ташкент в апреле Рустам Минниханов говорил, сотрудничество между регионами нужно расширять. Не до конца раскрытым оставался туристический потенциал. Этот пробел восполняют. В последнее время очень активная работа идет правительство нашей республики Татарстан и Республики Узбекистан по взаимодействию деловому, туристическому. Вот все это срослось и получилось. Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Сейчас рассматривается вопрос о запуске прямого авиасообщения с Бухарой, одним из древнейших городов Узбекистана. Алена Струминская, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Дни саммита БРИКС в Казани могут сделать нерабочими для госслужащих. Кому еще могут рекомендовать мини-отпуск, читайте в интернет-газете «Реальное время». К
К 1 сентября в Лениногорске откроется филиал детской художественной школы имени заслуженного деятеля искусств Татарской АССР Маснави Хаирдинова. Проект долгожданный. Попасть можно было, прождав 3 года. Такая очередь. Благодаря нефтяникам у школы появилось новое здание, современный ремонт, а у ребят возможность обучиться дизайну, живописи и декоративно-прикладному искусству. С ходом работ сегодня ознакомился Фарид Мухаммедшин. Какими новыми технологиями оснастили новый филиал художки, выясняла Ирина Васильева. Данный кабинет у нас уникальный. Здесь будут проходить у нас уроки лепки. Стены покрашены, пол застелен, система освещения, канализации и кондиционирования проведены. Сейчас в филиале художественной школы завершаются отделочные работы. Родители уже записывают детей на занятия. Открытие лениногорцы ждали 2 года. Каждый день практически родители приходят. Даже вот учебный год начинается у нас, тоже еще прибавляются ученики. То есть они очень хотят родители развивать своих детей в этой направленности, потому что для ребенка здесь есть рост. Он может здесь обучиться, дальше пойти, например, также по этой специальности. И то есть мы уже как бы предпрофессии обучаем. Основное здание художественной школы Лениногорска находится на улице Ленина. Она уже полвека носит имя своего основателя Маснави Хаирдинова. Он заслуженный деятель искусств и народный художник ТССР. Необходимость в новой художке появилась 3 года назад. Прежнее здание не вмещало всех желающих. Проблему решили нефтяники, передав здание на улице Булгакова художественной школе. Только за 2,5 года дети выделено на Лениногорской 533 миллиона рублей. Это огромная сумма для нас. Она и дальше будет помогать развитию. Это, значит, ремонт больницы, школ, оснащение школ. Уже в сентябре учебное заведение распахнет двери для учащихся и удивит всех современными технологиями. В 8 кабинетах появятся интерактивные доски, которые помогут ребятам в изучении графического дизайна. Кадры есть, да. Мы 2 года назад увеличили муниципальное задание, увеличили штатное расписание. Сегодня с ходом работ ознакомился председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Он осмотрел выставочный зал, методические кабинеты, площадку, где скоро появится печь для выжигания изделий из глины. На капремонт нового здания по нацпроекту «Культура» республика выделила 35 миллионов рублей. Учащаяся молодежь объединена вот по своим интересам. И благодаря национальному проекту и с помощью объединения Татнефть, руководства нефтяного края, оно проводит капитальный ремонт. Прекрасное здание с хорошими условиями. И я думаю, те родители, которые направляют сюда детей и посылают их в эту школу, они спокойны за их сегодняшнее и за их будущее. Также вот сегодня Фарид Харович ознакомился с программой «Культура», национальные проекты, в том числе и спорт, и молодежь. Сегодня очень важные программы и проекты сегодня реализуются в нашем городе. Сейчас в самой школе учатся 842 ребенка. Благодаря новому зданию появится еще 150 мест. В этом году у нас было подано 217 заявлений на новый учебный год, но всего мы могли принять 60 человек по муниципальному заданию. Это здание не подходило для нашего обучения художественно-эстетическому развитию, и было принято решение о капитальном ремонте. Район продолжает свое развитие. Строятся школы, детские сады, многоэтажки. Многие проекты реализуются при поддержке нефтяников. Ирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лениногорский район. Мы напоминаем, те, кто сейчас заключит контракт на службу в зоне СВО в Татарстане, смогут единовременно получить до 1 700 000 рублей. Сумма складывается из выплат от республики – 1 500 000 рублей, Минобороны – 400 000, городов и районов Татарстана – до 300 000. Такое увеличение связано с новым указом Владимира Путина. На выплату до 1 700 000 могут рассчитывать не только татарстанцы, но и жители других регионов, а также иностранные граждане. Подписать контракт можно в любом городе или районе республики. Сегодня автобусный марафон «Единая Россия объединяет» приехал в Лениногорск. В Доме культуры с активными жителями района встретились кандидаты в депутаты Госсовета Фарид Мухаммедшин, Ирик Ханипов, Ильшат Аминов. В Лениногорском районе в прошлом году реализовали около 30 республиканских программ. В основном это строительство и ремонт дорог. В этом году на их обновление выделено 90 миллионов рублей. Активно ведется замена инженерных сетей. При поддержке нефтяников ежегодно водоснабжение проводят к 3 селам района. Жители вносят большой вклад в поддержку бойцов на СВО.
Работа с населением. Выезжают в районы на микроавтобусах подготовленные люди с агитплакатами и разъяснительными материалами о деятельности политической партии вот в этом 6-м созыве в Государственном Совете. И люди должны знать, что у них есть возможность куда обратиться, что предложить. Предстоящую агитационную кампанию сегодня обсуждали в Рескоме КПРФ. Сейчас партийцы согласовывают макеты и печатают агитматериалы. Это предвыборная программа на 2 языках, листовки, календари, наклейки. Начинают формировать наблюдательский корпус на предстоящие выборы. Самих кандидатов в депутаты готовят к выступлениям в СМИ. Уже завтра пройдет жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатных площадей в республиканских медиа. В ближайшее время агитационные материалы КПРФ начнут развозить по республике. Избирателям их раздадут кандидаты и активисты партии. Люди устали от этих бумаг как таковой. Людям нужно живое общение. Людям нужно их слушать, их мнение, их заявления. Поэтому мы решили от человека к человеку, от избирателя к избирателю, от квартиры к квартире отдать на руки и нашим избирателям. В Альметьевск с рабочим визитом впервые приехал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди». Его сопровождала Роза Гайнутдинова, руководитель татарстанского отделения партии. Дованков познакомился с инфраструктурой города, посетил социальные объекты. Это учебные и спортивные кампусы Высшей школы нефти и общественное пространство «Фабрика». Здесь вице-спикер и глава района Тимур Нагуманов провели диалог с местными предпринимателями и главами сельских поселений. Обсудили реализацию мусорной реформы, понижение налоговой ставки и социальные льготы для многодетных семей. Владислав Дованков пригласил альметьевских предпринимателей принять участие в экспертных советах в Госдуме. Там более детально рассмотрят прозвучавшие сегодня инициативы. Мы сдаем отчетность 2 раза в месяц, и там огромное количество цифр, и коды, и КБК, и все такое. Почему бы не сделать... И мы сдаем отчеты в налоговую и в СФР, которые объединили Пенсионный фонд и соцстрах. Мы сдаем в 2 места отчеты. Почему бы все-таки не сделать нам одно место по типу МФЦ? Видно, что предприниматели поддерживают в первую очередь. Это важно. А вопросы, которые не задают, это всегда вопросы по налогам, то, как их платить, где-то бывают какие-то ошибки, вопросы с пенями, вопросы с отчетностью, вопросы, как всегда, поднимаются самозанятых или индивидуальный предприниматель. Но тоже будем обсуждать это в Государственной Думе. Сегодня Ак Барс показал, какой будет команда в новом сезоне КХЛ. Игроки провели открытую тренировку под руководством нового главного тренера Анвара Гатиатуллина. Изменения в составе барсов существенные. Сменились 7 игроков. Сегодня на лед вышли 4 новичков. 5-й канадский нападающий Ник Петтон присоединится к одноклубникам позже. Какие задачи ставит новый тренер? Изменится ли стиль игры и увидит ли Татарстан вновь Кубок Гагарина? Лиана Бахтиева продолжит. Времени для раскачки у Акбарса нет. После длительного отдыха первая игра перед началом сезона КХЛ уже в среду. На льду сегодня спортивное слаживание. Для нового главного тренера Анвара Гатиатуллина это первый публичный старт. И начал он его с приветствия на татарском. Семесис. Для нас ребята все новички. В прошлом сезоне мы не работали. Поэтому с каждым из ребят удалось до сборов провести индивидуальные беседы, рассказать им о требованиях, что мы хотим требовать и в тактике, какие моменты будут учитываться в быту. Поэтому со всеми знакомимся. В этом сезоне команда барсов обновилась наполовину. Расположение клуба покинули защитник Вячеслав Войнов и 6 нападающих. Артем Лукаянов, Александр Радулов, Евгений Свечников, Станислав Галиев, Максим Марушев, Райли Барбер. В этом сезоне клуб пополнился 5 новыми игроками. Все они, кроме канадского нападающего Ника Петтона, уже на льду. Защитник Альберт Ярулин вернулся в Казань после 3 сезонов в Челябинском тракторе. Тренировки хорошие, начали сразу интенсивные, потому что все равно все готовились, ждали этого начала, потому что понимаем, что особенно не разгуляешься, скоро несколько тренировок, игры, там беспечный уже сезон. Нападающий Александр Барабанов последние 4 сезона провел в Северной Америке, выступая за Торонто и Сан-Хосе. С ним подписан 2-летний контракт. Немножко непривычно, потому что последние 4 года готовился сам. Вот, туда приезжаешь, там 3 дня кемпа и потом игры. Вот. Немножко непривычно, разовые тренировки. Вот, все тело болит.
Ну, нормально, но втянемся потихонечку. Егор Бабенко, воспитанник тюменского хоккея, играл за Тольяттинскую «Ладу», Московская «Динамо», Северсталь из Череповца, Челябинский «Трактор» и хоккейный клуб «Сочи». Конечно, клуб с большими амбициями, и для меня это шаг вперед и хороший вызов проявить себя. Егор Коршков перешел в Акбарс из Амура. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром хабаровской команды. Все вышли из отпуска, это всегда приятно выходить из отпуска, поэтому идет хороший рабочий режим. Пока всего лишь 2-я неделя пошла, поэтому еще вливаемся, все осваиваемся, а в целом все хорошо. Новый тренер команды татарин Анвар Гатиатуллин родом из Челябинска. До этого тренировал «Трактор». Соглашение с Акбарсом подписал в мае. Акцент в этом сезоне на улучшение скорости и ловкости. Анвар Гатиатуллин отмечает, важно уметь работать в нападении. Для этого и приглашены новые игроки. Мы хотим добавить активности. Я считаю, что при давлении, при позиционной атаке больше включаться, своей активностью заставлять соперника ошибаться. Все это будем прорабатывать на тренировке. Считаю, что у нас боеспособный коллектив, который готов решать большие задачи. Тренерский состав подобрался голодный до побед. Как отметил Анвар Гатиатуллин, перед ним в этом сезоне 2 главные задачи. Первая – спортивная – выиграть Кубок Гагарина. Вторая – личная – выучить родной татарский. Процесс начался. Пресс-конференцию главный тренер барсов завершил так: «Эшлибес, работаем». Первая игра предсезонья состоится уже через 2 дня. На Альметьевском льду Акбарс сыграет против «Нефтяника». А ровно через месяц матч с Салаватом Юлаевым в Уфе. Так начнется континентальная хоккейная лига. Лиана Бахтиева, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Завершаем выпуск милыми кадрами из соцсетей Рустама Миниханова. Раиса опубликовал новое фото своего алабая Агдуса. Вырос с теленка, ест как слон. Сопроводил он фото текстом на татарском языке. Пост набрал больше 85 тысяч просмотров на разных ресурсах. Щенка 3 года назад Рустаму Миниханову подарил экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дихате. А я с вами прощаюсь. До встречи. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс «Алтын-Яр». Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. «Алтын-Яр». Гармония комфортной жизни. 216 68 68. Раз в году любая мама превращается в супермаму. Рюкзак, школьная форма, тетради. Все купить, ничего не забыть. С Центрофинанс стать супермамой легко. Берите деньги, собирайтесь в школу и не платите проценты. Всех супермам ждем в офисах Центрофинанс. Скидку получат только котики. Весь корм для кошек минус 25% только 7 и 8 августа. В магазинах «Улыбка радуги». Здравствуйте, Исямесес. В предстоящие сутки Татарстан будет находиться под влиянием фронтальных разделов южного циклона. Подробнее через пару секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в августе со скидкой 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкаф-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре, Зеленодольске облачно, местами осадки. Температура днем плюс 25-26, ночью плюс 14-16 градусов. В Буинске, Кайбицах и Дрожжаном переменная облачность, временами дожди. Температура днем 26-27, ночью 14-18 градусов тепла. В Чистополе, Наушишминске и Мамадыше будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура днем плюс 26-27, ночью 13-16 градусов. В Набережных Челнах, Агрызе и Сарманово переменная облачность, осадки. Температура 24-26, ночью 14-16 тепла. В Альметьевске, Бавлах и Лениногорске переменная облачность, временами дожди. Температура днем 25-27, ночью 14-15 градусов выше 0. В туристических городах республики тоже ожидаются небольшие дожди. В Свияжске температура днем 25, ночью 16 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, временами осадки. В Болграх днем 26 градусов, ночью около 18 градусов выше 0. Будет переменная облачность, местами дожди. В Елабуге температура плюс 26 градусов днем, 15 градусов тепла ночью. Здесь тоже будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. В
Казани облачно с прояснениями, местами осадки. Температура днем составит 26 градусов тепла, ночью 17. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный около 3 метров в секунду. Влажность 51%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Удачной недели.